Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Если переподключиться. Одной крови, по-моему. Таежник. О, прогрузился. Привет, да. Одной крови. Таежник, ничего не знаю, заказали песню «Уголек». Только за. Только за. Обычно. Я ее играю какой-нибудь, девушке, женщине там, да. Вот, я говорю, сейчас найдем девушку и женщину, и ищем, нету. Я говорю, хотя бы кого-то, кого знаем. Нормально. Ну, ладно, сканаю за девушку сегодня. Андрианна меня звать. Короче, все, Таежник, ты попал на «Уголек». Я только рад. Так, как вообще дела? Как год начался? Да, нормально. Я 3 числа уже на работе был. Нормалды? Ну, Не, работа дело такое, самое главное, что так вообще как. Да, нормально, пойдет. Пойдет. Пока без потерь, знаешь, да, события, которые были, Да, слышал. да ладно, что поделаешь. Так, поехали. Уголек мой, уголек, на окурке стынет. Я не близок, не далек, ровно как и ты мне. Дым кружится в потолок по пустой квартире. И последний фитилек гаснет в моем мире. Осенний туман в твоих глазах развеял обман, и сердце в прах. Мне больше не жаль тебя, сгорела душа, потух пожар. Говорят, что сердце знает, но время лечит. Нас куда-то унесет королева вечность. Ты ушла из моих снов, только шаль на плечи. Догорает уголек, он совсем не вечен. Осенний туман в твоих глазах развеял обман, и сердце прав. Мне больше не жаль тебя, сгорела душа, потух пожар. Не, ну супер. Тут это, мне тут этот
птички на хвосте такую инфу принесли, что на тебя наехали, и ты перестал сборы делать? Ну, я... Если можешь об этом говорить, если есть желание, давай я немного могу тебе подсказать. Давай, может, я не знаю. буду рассказывать там что, чего. Я очень не хочу, чтобы никакой травли не началось. Но да, действительно прилетело. Я официально на сегодня закончил все сборы. И вот если сейчас посмотреть на мой стрим, то внизу у нас появилась волонтерская карта. То есть я сам никогда закупками не занимался. Я это делал с ребятами-волонтерами. Вот. И раньше, что, то есть как бы на стримах Ну, ребята я тебя присылали понял, я тебя услышал. мне деньги, я их там зачитывал, все, а потом просто переводил им. Ну, я понял. Ребята показывали, что они все получили, и дальше делали закупки и отчитывались. А сейчас их карта у меня на экране, она теперь будет висеть всегда. Вот. И кто приходит посмотреть и смотрит блогеров исключительно для того, чтобы как-то поддержать наших спортсменов, теперь у каждого есть возможность сделать это напрямую. И вот всегда теперь. Так. Ну, у меня была такая же тема, я вешал карту код канала Славы, Мгм. танкиста. И я ее даже не касался. Ну, я вообще, это была карта код канала. Все, я тоже Кто я не знаю, сколько, туда что... влезет. Да. То же самое. Есть, нету, было, не было, я даже не знаю. А потом перестал? А потом меня попросили. Ну, он сам попросил, говорит, убирай, не надо, как бы. Все Но хорошо. это работало нормально, ты как бы был, получается, полностью обезопасен, и в то же самое время люди, кто действительно хотел помочь именно спортсменам, делал это напрямую. Ну, параллельно у меня висела карта именно моя. Было У меня написано так же теперь. моя карта и карта, вот кто желает помочь. Вот у меня теперь абсолютно так же. У меня мои наверху плашка для меня, Правильно. и внизу волонтерская карта, пожалуйста. Всем, кто пришел от тебя, всем огромный привет, спасибо огромное. Просто я понимаю, какие расходы идут, тем более человек занимается музыкой. Это постоянно что-то надо. Конечно. Ну, струнный лог, струна порвалась, надо струны. Ну, это кажется копейки, оно к другому такие суммы вылетает. Да. И когда человек начинает расти в творчестве, так, надо другой микрофон, надо микшер, надо то. Ну, ты понимаешь, да, о чем я, как бы, и... Сейчас вот я еще и уроки вокала ведь беру. Вот, опять же, это ж тоже стоит энную Конечно. сумму, блин. Конечно. Тебе от Якута привет огромный от Виталия. Ну, Виталь, привет, дорогой. И второй момент, извини, перебью. Сейчас попалась девчонка, не проявилась, я думаю, что-то знакомое. А она так сидела, чуть сутулившись, смотрю и там читаю, одной крови, у нее шильдик тоже на толстовке. Думаю, Ага. понятно, так хотелось поговорить, и что-то не проявилась она. А так, там вот на этих всех скупердяев, кто там что-то, да вот ты, да туда, забей. Ну, если интересно, понимаешь, если бы это от гражданских, грубо говоря, ну, то есть от кого-то, кто там сидит на диване и пердит, вообще было бы не... Хоть это- от кого. Делаешь то, что ты делаешь. Понимаешь? И оправдываться за свои хорошие дела. У меня мало кто знает, сколько я отсылаю со своих донатов. Я не буду это оглашать. Я не буду что там доказывать. Зачем? Ну, и вот мы с Славой тоже мышиком встретились, и я говорю, все, я больше официально не афиширую, сколько собрали, чего собрали, чеки. Вот я вот либо вот сюда на карту, либо я сам кому-то, и никому вообще сколько и куда. Да. Вот и все. Тут это кто-то Питбуль песню просил. Про донецкого врача. Про донецкого врача. Вы хотите, поплакать перед сном? Ну, я не знаю. Слушай, ну можно ее сыграть. Давай, перекурю с тобой. Давай перекурим, да поговорим, передохнешь, скажем, выдохнешь, скажем так. Сейчас я Я найду. понимаю, что это тоже не так все легко и просто просидеть полвечера проиграть. Ну, 4 часа. Это... посидеть. вот. Ну, посиди, да, вот. Опять же говорю, шумоизоляция. Ну, это все, блин, ребят. Поэтому, как бы... А ты видел, какую крутую гитару мы подарили селу и люди? Мгм. А, оценил? Конечно. Виталий сейчас же первое время, да я ничего не настроил. Но я-то понимаю, что у него в руках оно свербит. Вот надо ж попробовать вот это новое, да. Он, тут А звук мне, может- короче, там же с чего все началось? Я же наблюдал за ним много, и как-то мы с ним встречаемся, говорю, а у тебя что, гитара не подключена? Потому что слышу, что-то по звуку не то. Он говорит, нет. Ну и потом мне люди сказали, что, ну, как бы человек не особо богато живет, ну нет у него возможности.
Он долгое время отпирался, не хотел. Я не знаю, как мне удалось его уговорить. В общем, уговорил. Говорю: Виталий, я тебе пришлю, потому что ты считаешь, что ты строитель, и тебе нужен хороший инструмент, молоток тебе нужен. Вот и Да. относись к этому так. Я могу как бы себе это позволить, я не твой подписчик. Если у тебя правило там чата, что ты и твои подписчики, сообщества исключительно все на фронт, здорово. Я не твой подписчик, я твой коллега Ну, из Москвы, да. вот, я могу. Вот, и когда он ее получил, знаешь, что мне первое пишет? Я ее боюсь. Не, ну, понимаешь, ну, тут, да, тут такое, может быть, ну, Ну, блин. потому что это профессиональный Еще ни инструмент. разу не пробовал, как оно, что Да, оно. да, Понимаешь, да. все равно, что взять в руку там скрипку Страдивари, допустим, да? Ну, пусть такое будет сравнение. Как бы тоже... Да, и несмотря на то, что я ему говорил о том, то есть он не может понять, что когда он играет, например, перебором, нужно звук сделать погромче, выкрутить. Но как только ты переходишь на бой, она начнет тебе бить в уши, и, то есть нужно выкрутить звук. И я так под каждую песню, как только я понимаю, что я сейчас буду играть боем, у меня автоматически сразу раз. Так, письмо украинского сол... не, она донецкий врач. вообще. Донецкий врач. Да, донецкий врач. Вон Виталий Плетнев пишет, я сам тоже новую гитару боялся. Виталий вообще человек-оркестр, тоже красавчик. Каждый хорош по-своему. Виталий там мне сегодня даже ролик там закинул, я его у него скоммунизил на свой экран, ну, на свой канал. Что за ролик? Да, он там про меня, там дифирамбы такие, я ж красный сидел. Ну, приятно, приятно. Добрые слова, знаешь, даже скотине неприятны. Слушай, я знаю, да, сейчас, когда особенно в тяжелый момент, я теперь вижу, насколько за этот год у меня получилось создать сообщество. И вот сколько я получил за эти 2 дня добрых слов и поддержки, я, наверное, за всю жизнь столько не получал. И прекрасно понимаю, что ты можешь это получить только в исключительном случае, когда ты реально все делаешь честно, открыто, без фальши. Потому что любую фальшь зритель чувствует мгновенно. Да. И понимаю, что я прав, правда за мной, и как бы действительно незачем мне там оправдываться чего-то там. Знаешь, я всегда говорил, кому не нравится, вон дверь, вон порог, вон на. И все. Так, песню я скопировал. Сейчас, секунду. Угу. Опять же, 2 монитора, да? 3. 3. Глазки, да? Ну, потом глазки, что ты имеешь в виду? Ну, со временем все нож портятся, устают. Да, да. А годик-два и уже пойдешь куда? К врачу. Пукаешь, и дай бог. А там начнется, блин. Не, это так кажется, да сиди тут бы этой метлой мели. Я вчера моржа пинал с Олегом. Ой, не знаю. Слушай, как ты вообще его выносишь? Я не могу с ним А общаться. он там вчера матерился с ним. Я начал у него, спросил, с чего начинается стройка. Он мне там как начал, там с котлована, то, что геодезические изыскания, разбивка по осям. Он вообще... Какая разбивка? Ты приехал, начинаешь строить. Ну, и вообще-то стройка начинается с туалета. Да вот привозят такой синенький, вы, наверное, в России не видели. Какая разница? Привозят, строят тебе, дырку тебе делают, пленкой натягивают, да, там 4 столба обматывают. Ну это ж туалет. Стройка начинается с туалета. И он, да ты, вот не знаю, ну запикивать, ну смысл потеряется. Я не буду запикивать, я не знаю, YouTube может прислать оскорбления и угрозы, если они идут в мой адрес. Или он это не рассматривает? Не-не-не, рассматривают. У меня вот недавно забанили этот, как его, Шортс.
где в мою сторону две коклухи сидели и кричали «Кацап» там и это самое, сидим, ну, типа, я говорю, кого ищете? Мы тут Кацапов ебашим, ну, в таком духе в Мгм. мою сторону. А я вообще как бы вот само приличие. Только в итоге я им сыграл песню, от которой, естественно, у них подгорело. Ну, ты можешь, да. И посчитав, я тоже посчитав, что я как бы не сказал им ничего плохого, вот, типа, можно доставлять. И это был, чтобы ты понимал, шортс, а не ролик. Ну, я понял, это минута. Минутный. И все, мне его забанили, я написал апелляцию о том, что я не сказал ни одного плохого слова. Ролик был посвящен тому, что, типа, Юмор. даже если в вашу сторону идет негатив, никогда не реагируйте, типа, там, спойте песню. Ни хера не прокатило. Все, есть оскорбление, и все. Блин, ну сидеть пикать. Поэтому смотри. Так неохота, ты знаешь, да? Есть, добили до 4500. Ребят, респект вам огромнейший. 4500 лайков. Да вы красавцы просто. Спасибо, это вообще огонь. Ну, классно. Екатерина за 100 рублей, спасибо большое. Все, я подкурил. Песня на экране. Сейчас сыграем. А я разве раньше ее не это самое? Она ж была. Вовка, о чем контент? 1124 ролика на канале в путь. Ну, сейчас поменьше, потому что каналы сносились, есть перезаливы с других, которые удалось сохранить. Как бы. Вот там все есть. Если хочешь прям зайти и посмотреть, о чем конкретно контент, посмотри ролик, как я стал гинекологом, поржешь. Артур Бадан, 100 рублей. Спасибо огромное, ребят. Спасибо за поддержку сегодня. Ребят, обстановка пока тишина. Вот 3 дня тихо. Ну, с утра сегодня была военная тревога. Я не знаю, то ли учение, то ли что, но я на работу Скажи мне, а ты быстро в ехал. каком районе живешь? В центре. Они как раз по центру-то и долбили, да? Вот, у меня напротив Ростелеком фасад посекло. Ну, туда чуть... Короче, от того, куда прилетело, от меня где-то, километр, может, 700-800 метров. Ну, где вот площадь, елка, каток. Как ощущения? Ну, как тебе сказать? Единственное, что я не знал, что набирают волонтеров, и нигде это не было оглашено, и почти около Как 5 канал, тысяч. ребят, для тех, кто не знает, кто это, и кто спрашивает, как называется канал, это Таежник. Таежник пробил я. Таежник пробел я. Сегодня была проверка помещений. Ну, может быть, и помещений. Ну, вот по Воронежу вот сегодня, видишь, тоже досталось Воронежу бедному. Ребят, все, кто от Мышика, все, кто от Адских, всей Орде, привет, привет, привет. Спасибо огромное вам за поддержку, за то, что забежали, что смотрите. Спасибо огромное. Лёш, мы уже сбегали. Отлично, сбегали, лайки проставили, комментосы написали. Кто еще этого не Да, сделал? там пусть посмотрят, может, не понравится, знаешь. Тут у Я всех. всегда, знаешь, как говорю, зрителя невозможно заставить смотреть то, что ему не нравится. Ну, Но согласен. поддержать своего русского блогера, ну, мне кажется, ну, это обязательно. Неважно, будете вы смотреть, не будете смотреть, подписаться, лайкнуть, поддержать человека. У каждого свой контент, и каждый из вас смотрит то, что нравится. Никто не тащит на себя одеяло. Невозможно заставить смотреть то, что не подходит. Но просто подписаться и поддержать. Спрашивают, откуда таежник. Белгород. Ребят, таежник из Белгорода. С 93-го года я прожил в Белгороде. До этого прожил 17 лет за Полярным кругом. Если кому интересно, можете забить поселок Батагай, Верхоянский район. Ну, это между Верхоянском и Аймиконом. 2 полюса холода, а я между ними. Они между собой спорят, у кого из них холоднее. А мы между ними сидим, молчим, сопим в тряпку, короче. Так, ребят, песня тяжелая. Вот поэтому смотрите, вы сами ее хотели. Так, и она еще получается на нескольких страницах. Мне надо будет листать. Ну, ладно.
Мама, я в плену, но ты не плачь. Заштопали, теперь как новый. Меня лечил донецкий врач, уставший, строгий и суровый. Лечил меня, ты слышишь, мам? Я бил по городу из градов, и полбольницы просто в хлам. А он лечил меня так надо. Господи, помилуй. Господи, прости меня. Мам, я чудовище, прости. В потоках лжи мы заблудились. Всю жизнь мне этот крест нести. Теперь глаза мои открылись. Нас провезли по тем местам, куда снаряды угодили. А мы не верили глазам, что мы с Донбассом натворили. Господи, помилуй. Господи, прости меня. В больнице раненых полно. Здесь каждый Киев проклинает. Отец белей, чем полотно. Ребенка мертвого качает. Мать, я чудовище, палач. И нет здесь, мама, террористов. Здесь только стон людской и плач. А мы для них страшней фашистов. Господи, помилуй. Господи, прости меня. Нас, мам, отправили на убой. Секунду. Ну, вот другая страница, потому что на нескольких страницах она. Нас, мам, послали на убой. Не жалко было нас комбату. Мне ополченец крикнул: «Стой! Ложись, сопляк!» А дальше матом. Он не хотел в меня стрелять. Он человек, а я убийца. Из боя вынес, слышишь, мать? Меня, Донбасса, кровопийцу. Господи, помилуй. Господи, прости меня. Мам, я в плену, но ты не плачь. Заштопали, теперь как новый. Меня лечил донецкий врач, уставший, строгий и суровый. Он выполнял врачебный долг, а я же от стыда сгорая впервые сам подумать смог. Кому нужна война такая? Господи, помилуй.
прости меня, Господи, помилуй, Господи, прости меня. Огромное спасибо, мощно аж до мурашек. Вообще классно. Ну, это такая песня, да, что я не могу ее спокойно петь, как будто через себя пропуская каждый раз. Фу. Ну, спасибо огромное тебе. Не будешь против, если сделаю ролик? Да ну нет, конечно. У меня просто линейка роликов «Знай наших» через букву Z. «Знай наших», и там Е- многие единственное, ребята, что с кем если- я общался, ну, смотри, именно блогеры. Я смотрел ролик со мной, который ты выкладывал до этого, и знаю точно, что несмотря на то, что звук у меня выведен на рулетку хороший, он все равно не такой, как у меня на стриме. И если ты хочешь ролик прям очень качественный, ты модераторам или твои модераторы, пусть моим напишут, тебе с моего стрима кусочек вот этот, именно песни, отправят, а ты скомпонуешь, и у тебя будет звук такой, как надо. Ну, это еще часа на 2 резкий. Да? Это если ты хочешь заморочиться. Ну, не знаю. Мне кажется, и так будет отлично. Ну, предложение есть Я дальше. понял, я тебя услышал. Не, ну, люди поймут, как бы, ну. У меня-то слуха нету, понимаешь. Мне же вот что нравится, то нравится. Знаешь, когда там, а там на 3 октавы выше надо. Я говорю, чего? Предлагаешь, покажи как. Вот я всегда, вот если кто-то критикует, да это не так, покажи, как это делается, я буду только за. Ну, да. Как бы тут. Ну, я понимаю, все зависит от акустики, от техники, от всего, да. Конечно. Ладно, мы побежим заканчивать стрим. Вашему Мира, добра, счастья, здоровья, всех благ, Спасибо большое. процветания творчеству, чтобы процветало канал, Спасибо огромное. чтобы рос, подрастал, радовал. Не бери дурной в голову, у всех посылай неудобных, сам знаешь куда. Спасибо большое. Великой китайской Гарри. Обнял, брат. Счастья, пока. удачи. Если что,